Сегодня в Якутске в рамках совместного заседания межведомственных комиссий полномочных представителей президента России в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошли масштабные учения МЧС России. Наш корреспондент Виталий Абрамов побывал на заседании и оценил действия чрезвычайных служб. В ходе заседания были рассмотрены вопросы предстоящего развития паводка на Дальнем Востоке и в Сибири. В южной части федеральных округов сезон половодья уже начался и пока проходит под контролем. А вот на нашей территории все еще впереди. Весна в этом году ожидается ранняя, примерно как и в прошлом году. Соответственно, и ледоход должен пройти так же. По наихудшему сценарию, спрогнозированному специалистами, вероятность возникновения заторов на реках республики есть на 51 участке. 33 участках Алдан, 9 участках Калма, 1 участок Вилюй, 1 участок Татта, 1 участок река Амга, в 6 участках. В результате чего возможно подтопление до 121 населенного пункта в 24 муниципальных образованиях. Но так делается всегда, чтобы спасатели были готовы среагировать к любой возникающей ситуации. И это не просто слова. На территории ДВФО создана группировка сил и средств численностью более 48 тысяч человек и 10 тысяч техники. В том числе 46 команд взрывников с запасом взрывчатки, превышающей 142 тонны. Естественно, мы настроены на то, чтобы не допустить, но если уж не получится не допустить, то минимизировать ущерб для населения и для территории в том числе. Чтобы уменьшить вероятность сильных заторов, на реках республики ежегодно ведутся работы по ослаблению прочности льда. Ослабить лед предстоит на территориях Ленского, Алекминского, Намского, Хангаласского, Кобейского, Верхнеколымского и Среднеколымского улусов. В целом объем работы на 70 километров распиловка льда и 465 километров гектаров зачернения. В целом у нас федеральный бюджет на эти цели предусмотрел в этом году 18 миллионов 700 тысяч. Все эти средства уже поступили, мы работаем с подрядчиком, уже оплачиваем авансы, все полный период работаем. Мы должны до 25 апреля все работы завершить. После заседания присутствующим было на практике продемонстрирована готовность Якутии к безопасному пропуску паводковых вод. На территории Зеленого Луга развернут мобильный пункт временного размещения населения. Развернуты силы и средства аэромобильной группировки главного управления, куда входит силы и средства главного управления в составе 100 человек и 16 единиц техники. Развернут мобильный пункт, палаточный городок в районе мобильного пункта временного размещения на 500 мест. Далее в районе Табагинского мыса были продемонстрированы элементы предпаводковой подготовки РСЧС, начиная от распиловки льда и эвакуации пострадавших на вертолете и заканчивая взрывными работами. На сегодняшний день, в общем-то, посмотрели готовность сил и средств республиканской территориальной подсистемы. На сегодняшний день, на наш взгляд, данная система к выполнению этих мероприятий готова. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергущев, МВК Саха, Якутск.